В 8 утра по местному времени по всей стране открылись избирательные участки. По сведениям ЦИК, на территории страны и за ее пределами открылись 2476 мест для голосования. Заодно с выборами президента страны начался референдум. Людям предстояло сделать выбор между президентской формой правления, парламентской или же против всех вариантов. Главный фаворит этой кампании, кандидат Садыр Джапаров, явился на свой участок вместе с супругой, но на месте его уже ожидали многочисленные журналисты. На всех участках соблюдали санитарно-эпидемиологические меры против COVID-19. Всех пришедших голосовать обеспечили медицинскими масками и санитайзерами. С интервалом в несколько часов в помещениях проводилась санобработка. Садыра Джапарова тоже попросили надеть маску, а во время фотографирования журналисты попросили ее снять. А можно без маски? Как решит народ, мы должны согласиться с этим решением. Мы знаем, есть силы, которые хотят дестабилизировать ситуацию, но при этом думают, как бы не привлекаться к ответственности после выборов. А таким людям есть некоторые материалы, но тогдашняя власть закрывала глаза на это. Некоторые кандидаты, чтобы не привлекаться к ответственности, начали участвовать в президентской кампании. Еще один кандидат, Адахан Мадумаров, на избирательный участок пришел ближе к 10 утра вместе с сыном. Проголосовать сразу же ему не удалось. Лидеру партии «Бүтін Кыргызстан» пришлось это сделать со второй попытки. Когда политик прибыл на избирательный участок 1211, который всегда находился у здания архитектурного колледжа, выяснилось, что его перенесли в школу номер 29. Прибыв на новый адрес, Адахану Мадумарову понадобилось 5 попыток, чтобы проголосовать. Автоматически считывающая урна не срабатывала при обработке бюллетеней. Без второго тура не обойтись, конечно, потому что кандидатов много, и теоретически, и практически это невозможно на первом туре, если кто-то попытается или даже допускает мысли выиграть, мне кажется, что это нереально. А на другие источники посмотрите, потому что ни один из кандидатов пока что не набирает более чем 50%. Каныбек Иманалиев сегодня проголосовал на избирательном участке 1138 в Бишкеке. Всего в выборах президента приняли участие 17 кандидатов. Среди них известные бизнесмены, юристы, бывшие депутаты Джоргул Кенеша. Его президента Талант Мамытов проголосовал на избирательном участке 1053 в Бишкеке, расположенном в здании культурно-развлекательного центра. Свой конституционный долг исполнил и его премьер-министра Артем Новиков. Он выразил надежду, что никакой дестабилизации общественно-политической ситуации после досрочных президентских выборов и референдума по определению формы управления в стране не будет. Вы выбрали по референдуму. На выборы сходил и бывший президент Сооронбай Жээнбеков. Говорят, после того, как он проголосовал, он спешно покинул избирательный участок. На референдуме он поддержал президентскую форму управления. Бакыт Кульчуманов, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.